Выставка собак – это не только возможность для владельцев продемонстрировать все достоинства своих питомцев и быть оцененными по заслугам. Это еще и бесценный кладезь информации по любым вопросам, касающимся выбора породы, условий содержания, требований, предъявляемых к выставочным собакам и многое другое. Если вы только планируете завести щенка, то польза от выставки будет очень значительная. Во-первых, вы сможете увидеть лучших представителей всех пород в деле. Во-вторых, есть возможность побеседовать с заводчиками, завязать интересные знакомства и определиться окончательно с выбором породы будущего питомца. Ну а если вы уже являетесь владельцем очаровательного четвероногого друга и решили его экспонировать, но не готовы сами выходить в ринг, то на выставке вы можете познакомиться с хендлерами, то есть людьми, которые профессионально выставляют собак. Практически в каждом крупном городе выбор хорошего хендлера – это дело непростое, ведь вам нужно будет найти человека, которому вы доверите своего питомца и будете за него спокойны. Посмотреть их работу можно не только на выставках, но и на специальных соревнованиях, одно из которых прошло недавно в Уфе. Мероприятие называется «Турнир хендлеров», и на данном мероприятии мы как раз-таки хотели показать работу, кто такие хендлеры и для чего они нужны. Потому что в городе много клубов, много центров, таких, которые занимаются дрессировкой, но не все это показывают, и люди, когда приходят на занятия, многие спрашивают, что такое выставка и с чем это едят, и как туда вообще, в принципе, попасть, что для этого нужно. В итоге мы решили собрать людей с разных клубов, с разных центров, как с клубов, так и одиночек, которые просто занимаются на улице своими собаками, вывести их сюда и сделать среди них турнир, чтобы людям показать, кто такие и с какими собаками работают и как они работают. Потому что, опять же, каждый хочет, чтобы с его собакой занимался профессионал. А профессионалов у нас, в принципе, в городе хватает. Кстати, у многих наверняка возник вопрос о том, что же именно означает слово «хендлер». Хендлер – это человек, который выставляет собаку, который показывает собаку, экспонирует собаку на выставке. Показывает движение, он показывает стойки, отношения к посторонним людям. Все это показывается на выставке. Впрочем, о том, что это довольно сложная профессия, знают немногие. У нас в городе, в принципе, люди делятся на разные категории. Есть люди, которые считают, что выставок вообще в принципе нету, которые не знают, что это такое. Они приходят на дрессировку, с ними начинаем заниматься, просто даже то же самое, там, послушание, там, защита, все что угодно, любые, там, спортом или каким-то начинаем заниматься. Они тут слышат там разговоры между другими, кто такой хендлер, что такое выставка вообще. И им начинаем все это показывать. То есть есть люди, которые не знают, что есть дрессировка, но есть выставки. А есть люди, которые знают, что такое выставка, не знают, что такое дрессировка, и наоборот. Поэтому вот такими вот мероприятиями мы и хотим людям в нашем городе показать, то, что собака может делать все, что угодно. Как цирковой дрессировкой, как трюками, как выставками, послушанием, чем угодно может заниматься. Было бы время и желание. Кстати, если желание заниматься своей собакой и выставлять ее возникает у совсем юных ребят, то это не является преградой для участия как в выставках, так и в турнире. Для них существует отдельная категория, которая называется «юный хендлер», и порой они превосходят в мастерстве взрослых. Что касается юного хендлера, эта школа, в принципе, существует давно. Они занимаются в помещении. Сейчас мы пускаем их к себе также в помещение. Они у нас проводят занятия и вывели, посмотрели, показали свою работу. Они молодцы, они выиграли всех. Люди, которые занимаются этим там просто десятками лет, они их просто взяли и обошли. В уфимском турнире принимали участие 2 возрастные категории юных хендлеров и те, кто уже много лет занимается этим удивительным ремеслом. Для последних пришлось придумывать отдельную номинацию. У юного хендлера есть 2 возрастные категории. Это младшая и старшая. Младшая от 9 до 13 лет и старшая от 14 до, соответственно, до 18. С 18 уже идет, вот мы назвали эту категорию профи. Нету такой номинации вообще в принципе. Просто такое мероприятие, как сегодня вот этот турнир, он проводился вообще в принципе первый раз. Я не видел ни разу, что там где-то в других городах даже или вообще где-то по стране где-то проходило. Понятное дело, с юхами проще.
Они прописаны в системе, у них есть свои школы, по ним было проще. А вот что касается взрослых, назвали профи, раз давно уже работают. Кроме этих номинаций была и еще одна, более массовая, где соревновались школы хендлинга. Школа – это, опять же, каждый хендлер, который хорошо работает и давно уже работает, умеет работать с собой. Его задача, в принципе, не только сделать собаку, с которой он выходит работать, но и в некоторых случаях, когда хозяева сами хотят работать с своими собаками, они учат именно людей. И на школе мы как раз-таки показали то, что наши хендлеры в нашем городе, они могут не только с собаками работать, но и с людьми. Они хорошие психологи, они хорошо понимают людей, понимают собак, они видят разницу между породами, и поэтому они это могут, и они вышли сегодня показали. Отличительной чертой этого турнира было количество участников и тот факт, что претенденты на победу были представлены разными школами хендлинга. Мы за живую конкуренцию, мы не хотим никуда там прятаться, мы не хотим ничего говорить, там, кто какой, кто лучше. Я специально сюда и позвал людей с разных центров, с разных клубов нашего города, для того, чтобы люди могли оценить работу их. И вы, допустим, заведя себе собаку и придя подумать, нужно ли мне выставлять, вы можете спокойно посмотреть на работу каждого инструктора и спокойно с ним работать. К примеру, есть и породники, а есть люди, которые ставят только свою породу. Например, особенно это выделяет среди немецких овчарок. Кстати, участие в выставках и подобных турнирах обычно принимают хендлеры с породистыми собаками. Однако в этот раз был и четвероногий питомец безродословный. На занятия можно приходить с любой собакой абсолютно. Мы не смотрим дословно. К сожалению, пока еще есть, что у нас в городе, что в принципе в стране, некоторые центры, которые, когда им звонит клиент, спрашивает по поводу занятия, они начинают: а у вас есть родословная? Они такие: нет, нету. Извините, мы с дворняжками занимаемся. Мы нет, мы работаем со всеми породами, со всеми собаками. Даже, допустим, вот такой вот турнир, люди выходили показывать свое мастерство. Опять же, эти люди, они все профессионалы, они выставляют собак именно породистой, с родословной. Но сегодня у нас не было ограничений этого. То есть человек мог спокойно прийти и показать, просто даже тем же самым людям мы показали то, что дворняжка тоже собака. Да, у нее нету происхождения, там, наколений этих, но это та же собака. Она также может бегать, она также может прыгать, она также может себя показывать. И неважно, вы можете на хендлингом тем же самым, можете учиться спокойно и с такой собакой. Что касается послушания, трюков, они прекрасно работают. В качестве каких-то рабочих нормативов они прекрасно все делают. Впрочем, обучать собаку всем премудростям правильного поведения лучше в профессионально оборудованном зале. Сейчас люди перебрались все за город, и основная масса живет за городом, и собаки знают, что такое частный дом, собаки знают, что такое улица, но они не знают, что такое дома, лестницы, те же самые, машины, люди, другие собаки, они их не видят. Но основная масса выставок проходит, практически все выставки, 98%, грубо говоря, выставок проходят как раз-таки в помещении, кроме немецких овчарок. Немецкие овчарки, монопородные выставки, они проходят на улице. И здесь уже основная задача именно, что собаку, что человека научить тому, что вы, заходя в помещение, вы знаете, что собака должна знать, что такое лестница. Собака должна подниматься по лестнице на второй этаж. Собака должна заходить в помещение при виде других собак, людей. Почему? Потому что у нас люди думают ошибочно в том плане, что они думают: у меня собака социализирована, она знает других собак. Но, придя в другое помещение, опять же, пришла, допустим, к нам в зал, она увидела ту другую собаку. А как же она будет идти? А как же она будет идти, когда в зале 5 собак, а как она будет идти на выставке, там, где 300, 400, 500 собак, и без ограничения? До 2, 3, 5 тысяч собак бывает на одной выставке. Поэтому как раз-таки в зале собака учится бегать. Она на улице может себя показать с одной стороны, а в зале она покажет себя совсем по-другому. Опять же, здесь у нас не идет разделение, хендлинг, да, мы открыли хендлинг-зал, да, он работает, да, все хорошо, но мы здесь не занимаемся только хендлингом. Вот такие ситуации, что касается послушания даже, оно тоже нужно для того, чтобы собака работала как на улице, так и в доме. Потому что, опять же, те же люди, которые не выходят своей собакой на улицу, они говорят: мне на улице собака все делает. А там мы пришли, мы не можем собаку позвать, или пришли гости в дом, допустим, собака скачет, прыгает, они не знают, как собаку убрать. Опять же, в помещении все эти моменты делаются, все это убирается. А еще очень важно правильно выбрать хендлера для своего питомца, ведь от его работы будет зависеть очень многое.
Я бы вообще, в принципе, не разделял бы между хендлингом, там, послушкой, и, там, неважно, опять же, любое направление взять с собакой. Любой проводник, он должен, что касается работы именно со своей собакой, то здесь он должен знать просто свою собаку, темперамент своей собаки, он должен знать все тонкости, нюансы своей собаки. К примеру, он должен знать, как собаку, что собака конкретно его любит. Как гладит, там, грубо говоря, есть такие собаки, которые любят, чтобы к нам хозяин подошел там с левой стороны и правой рукой за левым ухом его погладил. То есть эти вот нюансы, которые знает только хозяин, он должен знать. Он должен знать, что любит собака, он должен знать, что она любит, как его погладили, чем ее покормили. Вот эти все моменты, тонкости, нюансы, он должен знать. Он должен знать, как он может словесно, морально там, поднять собаку. Потому что собаки, опять же, бывает такое, что не зайдя в то же самое помещение, они зажимаются и чувствуют себя дискомфортно. И вот эти все моменты, тонкости, нюансы, которые должен знать как хозяин, так и хендлер, так и инструктор, фигурант, кто угодно, они все должны уметь поднять мотивацию своей собаки. Несмотря на то, что турнир хендлеров со стороны очень напоминал выставку собак, на самом деле критерии оценки здесь были совсем другие. Ведь на этот раз соревновались не собаки, а их помощники-хендлеры. Обычная выставка, она очень сильно отличается от того, что вы сегодня увидели. Она кардинально другая. То есть, к примеру, сегодня были различные фигуры. 10 разных фигур, которые делают те же самые хендлеры. Но на выставке всего этого нету. На выставке, когда человек пришел выставлять свою собаку, он там пробежался по кругу от меня ко мне, то есть судья посмотрел движения эти, все. Здесь же как раз-таки люди показывают свое мастерство, как они умеют управлять своей собакой. Потому что, к примеру, те же самые конкурсы юного хендлера, они-то в принципе есть на крупных выставках, да, их проводят. Но опять же, те люди, которые уже относятся к категории профи от 18 лет и старше, это от них не требует никогда. Поэтому мы как раз-таки и начали сейчас заниматься с детьми и учить их всему этому показывать. Есть нюансы, которые они могут, есть нюансы, которые не могут. И всему их надо научить. После нас кто-то должен прийти. А вот по возрасту критерии не менялись. Сегодня смотрели то же самое, что у детей. Те же самые фигуры, отношение к собакам. Меняли собак, смотрели, как человек может найти подход к собаке, которую он видит первый раз вообще в принципе в жизни, которую вообще в принципе ни разу никогда не видел. И здесь уже хороший хендлер, хороший инструктор, они должны уметь найти максимально быстро подход к собаке. Строгие требования при проведении подобных мероприятий предъявляются не только к участникам, но и к помещению, где проводятся соревнования и подготовка к ним. Помещению, как в принципе, как на выставке, так и на занятиях, в любом случае оно прописано, что на полу должно быть ковровое покрытие, которое не травмирует собаку. Оно, как здесь, допустим, искусственная трава, но, опять же, она не просто не простая искусственная трава, она с противожоговым покрытием. То есть, когда собака, даже если быстрая собака двигается, резко останавливается, разворачивается, она не травмирует себе лапы, она их не сбивает за счет того, что, опять же, во-первых, сверху противожоговое покрытие на нем есть, а внизу резиновая прослойка идет. За счет этого ноги амортизируют, и, соответственно, собака не травмирует свои суставы, свои лапы. Потому что, да, одно дело на выставку, когда мы пришли там 5 минут, там, пробежались по рингу, и есть ковер, нет ковра, собака не успевает там травмироваться, в принципе. Но во время занятий мы уделяем большое внимание работе как раз-таки с собаками. Мы уделяем, опять же, внимание как владельцам, так и собакам, и всем пришедшим к нам. И в нашем зале, который называется Dog Show Club, мы сделали все, что прописано, все, что нужно для работы с собаками. Мы покрыли покрытием противоожоговым, мы сделали рабочую зону абсолютно квадратный, зал 10 на 10 ровно. То есть, опять же, это для удобства работы с собаками, это для удобства работы хендлеров. Мы сделали зеркала, человеческий рост, и во всю стену там 7,5 метров получились у нас зеркала. Это для отработки. Опять же, когда хендлер показывает свою собаку на выставке, он не может наклоняться через свою собаку и посмотреть, что с ней, как с ней происходит. Соответственно, он должен научить ее именно стоять правильно. За счет того, что мы повесили большие зеркала с толстого стекла, которые не бликуют, которые не играют, в котором отражение абсолютно не испорчено и показывает ту реальную картину, которая
который есть. За счет этого хендлер, он может стоять спокойно со своей собакой с одной стороны, видеть ее с одной стороны и в зеркале видеть все ее другие стороны собаки абсолютно. Также, что касается стойки, также и в движении. Когда человек бежит, он может с одной стороны посмотреть сам на свою собаку, с другой стороны он смотрит в зеркало. Опять же, за счет того, что зеркала высокие, он видит собаку абсолютно с любых сторон, он видит себя, он видит, как он двигается, он видит, как он держит ту же самую ринговку. Опять же, сегодня на турнире наш судья, она обращала внимание на все. Там есть правильно постав руки, там, как он держит ринговку, выбрасывает, не выбрасывает. То есть там вот этих вот нюансов их очень много. И опять же, за счет тех самых зеркал можно спокойно все увидеть, можно все это сделать. Турнир хендлеров собрал представителей из 3 уфимских школ и несколько десятков участников. А также он стал первым подобным мероприятием в нашем городе. Здесь стало понятно, что будущее у хендлинга в нашем городе действительно есть. Ведь самой многочисленной группой выступали юные хендлеры, с которыми мы познакомимся в следующем выпуске программы «Глазами животных». Ну а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, которую мы создаем вместе с контактным зоопарком «Лесное посольство». Сегодня вас ждет новая история про их удивительного питомца. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в контактный зоопарк «Лесное посольство», где разрешается не только наблюдать, но и гладить, а также кормить животных. Сегодня я расскажу вам о самых крупных птицах, которые здесь обитают, о страусах эму. Родина эму далеко за океаном, а именно сухие травянистые кустарниковые территории Юго-Западной и Северной Австралии. Страусы относятся к нелетающим птицам и являются среди них самыми большими по размеру. Высота страуса эму может колебаться от 1,5 до 2 метров, а вес достигать 55 килограмм. Эти птицы не могут летать из-за недоразвитого строения скелетов своих крыльев и отсутствия махровых и рулевых перьев, за счет которых им могут парить в небе большинство птиц. Зато страусы эму могут передвигаться не только по суше, но и в воде. Благодаря строению тела они отлично плавают, а сильные ноги помогают им достигать скорости на суше до 45 км в час. А вот пятиться назад они не могут, как и наша кенгуру, о которой я уже рассказывала вам. Кстати, вместе эти животные изображены на государственном флаге Австралии, воплощая собой ее девиз «Австралия идет всегда только вперед». Австралийские эму питаются различными видами растений. Это могут быть упавшие с деревьев плоды ягод, листья и даже семена. А еще они очень любят полакомиться злаками сельскохозяйственных полей и периодически портят этим урожай. Для содержания в нашем зоопарке не случайно были выбраны именно страусы эму, потому что это самый дружелюбный и приручаемый вид. Здесь проживают 2 самца – Вася и Федя. Они абсолютно лояльны к посетителям, их можно покормить с ладошки, потрогать их перышки и даже сфотографироваться на память. Продолжительность жизни страусов эму может достигать 30 лет. Нашим любимцам всего лишь по 7, они еще совсем молоды. Как и многие юнцы, наши питомцы ужасно любопытны. Если посетители останавливаются возле их вольера, им обязательно нужно подойти и послушать, о чем идет речь. Но с ними нужно держать ухо востро, ведь они могут выхватить из рук понравившуюся им вещь или контейнер с едой, а также стащить с головы красивую заколку. А иногда могут изловчиться и достать что-нибудь из дамской раскрытой сумочки. Но несмотря на все это, наши питомцы очень дружелюбны. Обратите внимание на их любопытный взгляд и огромные глаза, которые обрамлены длинными ресницами, предохраняющими их от солнца и пыли. Клюв у страуса короткий, плоский и очень прочный. Он не приспособлен для какой-либо особой пищи, но служит для того, чтобы ощипывать траву и прочую растительность, а также хватать насекомых, мелких млекопитающих и змеек. Зубов у страуса нет, поэтому для облегчения пищеварения они заглатывают мелкие камни, осколки стекла и даже куски железа. В желудке взрослого страуса может находиться до 1,5 килограмм камней. Вот такие необычные и редкие для наших мест птицы обитают в контактном зоопарке «Лесное посольство». Приходите посмотреть на них сами. И помните, что посещение контактного зоопарка приносит большую пользу развитию детей. Ведь одно дело – формирование представления о животном мире, основанное на картинках и рассказах, и совсем другое впечатление от личного общения с представителями живой природы. Обитатели контактного зоопарка живут за достаточно низким забором. Разрешается не только наблюдать, но и гладить, кормить приобретенным на кассе кормом. Все животные здоровы и вакцинированы, проходят ежедневный ветеринарный осмотр. Поэтому никакого вреда они не могут принести ни детям, ни их родителям. Если хотите узнать о нас больше, то заходите на наши странички ВКонтакте и Инстаграме, а также на сайт лесноепосольство.ру. Мы всегда ждем вас в гости в наше лесное посольство.
Контактный зоопарк «Лесное посольство» – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, где их можно трогать, гладить и кормить. Время работы зоопарка ежедневно с 10 утра до половины 9 вечера по адресу Менделеева, 205А, торговый центр «Башкортостан». Телефон в Уфе 246 11 98.